В мире есть 3 страны, которые соревнуются между собой по количеству стартапов на душу населения. На первом месте США, на втором — Израиль, а на третьем — Эстония. В испытаниях Life Estonia мы постараемся обойти в этом вопросе Израиль, а также займемся приготовлением кошерной еды. Миша Вешкин – программист и философ, один из немногих евреев в Таллине, кто всей семьей, женой и 2 детьми строго соблюдает шаббат и кашрут. Он родился в еврейской семье в Даугавпилсе, где идиш звучал на улицах чаще латышского. При этом у Миши было обычное советское детство. Он стал взрослым, встретил свою будущую жену, русскую девушку Сашу, в Таллине и переехал сюда. Саша прошла гиюр и стала еврейкой. Миша признает, что именно этот процесс сделал его намного больше евреем, чем оба родителя, обрезание и кошерная еда вместе взятые. Первые шаги по основанию еврейского государства были сделаны в 1947 году, согласно резолюции ООН. Евреи провозгласили собственное государство 14 мая 1948 года. Население 8,5 миллионов, официальные языки – иврит и арабский, столица Иерусалим. Несмотря на арабо-израильский конфликт, тут растет население и процветает экономика. Высокая рождаемость, прекрасный природный, инвестиционный климат. Есть и своя силиконовая долина, вторая после калифорнийской. Особое внимание уделяется медицине, оборонной сфере и возобновляемым источникам энергии. Одна из последних инноваций – асфальт как подзарядка для электромобилей. Айвар Роб – предприниматель, владелец собственного бренда и клубов. Он родился в Таллине, детство провел в Латвии. По линии отца имеет русские корни, учился в Тарту и Хельсинки. Поэтому общение на 5 языках для него обычное дело. Айвар занимал руководящие посты как на госслужбе, так и в частном и общественном секторе. Но сейчас наслаждается жизнью предпринимателя, где он сам себе хозяин и работодатель. Айвар верит, что Эстония скоро станет мультикультурной страной, куда будут стремиться все активные и предприимчивые люди вне зависимости от цвета кожи или языка общения. Айвар мало что знает о евреях, у него есть много вопросов к Мише и по традициям, и по культуре бизнеса. Из парка Кадрёрк, заложенного Петром I 300 лет назад, Айвар Роб движется в сторону модного хипстерского кафе «Ноб», где должен встретиться с Мишей Вешкиным. По дороге он спрашивает у людей, что они знают и думают о евреях. Первое, что приходит в голову, это то, что Израиль моложе Эстонской республики. Второе, конечно, геноцид. И третье — просто раввин. Израиль, я думаю, это стена плача, Иерусалим, Иисус Христос. Вот что я думаю об Израиле. Еще думаю, что конфликт с Палестиной очень такой трепещущий вопрос там у них. В общем, сочувствую им в этом смысле. Звезда. Звезда Давида. Точно. А что-нибудь еще? Ханука. Древняя еврейская культура, еврейская община в Эстонии, которая связана с нашей культурой, идиш, образование, стойкость. Евреи очень религиозны. Можете вспомнить кого-нибудь из известных евреев в Эстонии? Адвокат. Сейчас больше не припоминаю. Например, Вайнштейн такой есть у нас экономист. Я думаю, что он точно еврей. Мой хороший друг Марк Прошинский, известный невролог. Кошерная еда. Это говорит вам о чем-нибудь? Я знаю только, что это еврейская еда. Больше ничего. Я никогда не пробовал кошерную еду. Не знаю, что это такое. Кошерная еда – это еда, которую употребляют евреи, и она там чистая для них. И вот настает момент, когда Айвар может узнать, как обстоят дела на самом деле. У меня будет для тебя задание. Прям в Таллине найти кошерные продукты для того, чтобы приготовить хорошую кошерную блюдо. В магазине или в любом ресторане? магазине. Твоя задача, да? Так. Попробовать разобраться, собственно, какие продукты ты мог бы купить для того, чтобы я мог есть. А как я их понимаю? Вот. Какой кошер, какой нет? Тут я помогу тебе, да, безусловно. Хорошо, посмотрим. Миша почувствовал ценность еврейства и хочет передать его своим детям, но дети получат от папы и бизнес. Мобильное приложение Is It Kosher, которое уже помогает десяткам тысяч евреев во всем мире распознать среди продуктов те, что можно есть иудеям. Миша, Да. у меня для тебя задание. Да, даже так?
Ты же предприниматель, да? Ну, отчасти, да. Ну, давай скажем так, да. Эстония же, как бы, современная Эстония. Все знают, мы очень предпринимательные, да? Мы делаем все очень эффективно и так далее. У меня к тебе такое предложение. Придумать новую бизнес-идею. Не, ну придумать-то мы можем все что угодно, да? То есть мы же можем придумать, что мы полетим на Марс. Ну, пытаемся остаться на Земле, да? Ну да, мне нравится это. Ты готов? Да, я принимаю вызов тоже, да. Кашрут – это древняя еврейская система правил, определяющих соответствие требованиям еврейского закона – галахи. Разрешена только кошерная еда, все остальное запрещено. Такая пища называется трефная, что буквально означает «растерзанная». Я могу предложить что-то из еврейской кухни, да, а ты что-то из эстонской кухни. Да? Это было бы как бы разумно, мне кажется, да? Айвар ни разу в жизни не пробовал кошерную еду и, конечно же, не умеет ее готовить дома и выбирать в магазине. А что ты думаешь, все эстонцы разного возраста кушают картофельный салат, картофель-салат? Картофель-салат, который с майонезом? Да, Да? да. Да, я знаю, где взять кошерный майонез. Вот этот майонез. У него есть здесь значок, да, это Манчестер Кошер, да, который означает, вот МК, видишь, вот здесь вот, он означает, что этот майонез проверен был организацией, которая находится в Манчестере, Да. и что этот майонез, да, этот майонез мы можем употреблять. С яйцами у нас такая вещь, такая проблема, да, скажем так. Нам нужны белые яйца. Почему белые? Вот, белые. Потому что коричневые яйца, они тоже нам бы подошли, да. Но с ними история такая, что вот видишь, да, коричневые, но с ними у них есть маленькие такие точечки, да, которые очень похожи на кровь. И вот с этим вот у нас могут возникнуть проблемы. Мы искали какую-то селедку. Мы смотрим на твой app, да? Да. То есть у него нету нигде здесь значка, да, но мы можем его купить, потому что вот этот вот можем купить, а вот этот не можем купить, да. Вот в него добавляют винный уксус. По этой причине мы, собственно, и не покупаем, да. Но выбирай то, что нам нужно. А нужна морковка. Давай. Ой, это не идет. Не, ну она кошерная, просто выглядит не очень. Выбрав продукты, мужчины направляются в еврейский детский сад «Авив», поскольку там, помимо ресторана «Иерусалим», есть еще одна кухня, соответствующая кошерным требованиям. 2 холодильника, 2 комплекта посуды и даже 2 раковины, чтобы держать молочные и мясные продукты отдельно. Да, но очень скромно, конечно, у нас получилось. Мы не планировали большое застолье, да, то есть нам просто нужно было понять, насколько сложно или легко, да. Очень сложно Сложно, для меня. да, тебе сложно. Да, для меня было сложно, потому что я думал, ну, что еще легче делать, чем эстонский картофель-салат? Выяснилось, что Оказывается, что не так легко. не да. так легко. Еврейское общение мясник или шохет почти такой же важный и уважаемый человек, как раввин. Шохет допускается на скотобойню только после специального обучения и получения диплома. Способ кошерного забоя довольно сложный, и животному перерезают часть трахеи и пищевода. Но самое важное, чтобы животное не мучилось. Да, Вот это важный момент, да, то есть, что когда животное убивают, чтобы оно не почувствовало боли, оно не испугалось и оно не возникло у него... То есть вот это вот мучение, да, это не только мучение физическое, но и как бы моральное, да. В Швейцарии, Швеции, Дании и Нидерландах законом о защите животных запрещен такой метод забоя. Он считается негуманным. В Эстонию кошерное мясо поступает в основном из Польши. Кошерит tasub igal juhul eestlastel uurida. Эстонцам в любом случае стоит заинтересоваться кошером. Не обязательно его рассматривать в религиозном контексте, но в соответствии с принципом кошера это, во-первых, чистая еда. Toit ühelt poolt, teiselt poolt, sa pead olema väga teadlik. А во-вторых, ты должен знать, что кладешь в рот. На самом деле, это само собой разумеется, но мы, живущие здесь эстоноземельцы, утратили это понимание. Noh, tavaliste eestlastena, kes me siin elame, eestimaalastena, me nagu ei mõtle, eks ju, me lihtsalt niimoodi... Мы не думаем и просто едим то, что кажется полезным для нашего организма. Et on, eks ju, head meie kehale. Для очищения мяса птицы и парнокопытных от крови его натирают солью и промывают в 3 водах. С точки зрения еврейского закона, да, безусловно, должны быть отдельные доски для молочного и отдельно для мясного, да, и отдельно желательно еще для рыбы, да. Но в целом, да, вот сейчас, на данный момент, если мы посмотрим, да, здесь вот прям
отмечено, да, то есть мы находимся на кухне детского сада, и здесь прям вот сделано так, как оно предусмотрено эстонским законодательством. Да? То есть Это строже это в некоторых вещах строже, потому что если ты посмотришь, да, здесь отдельно, значит, для салатов, отдельно для фруктов, да, отдельно для рыбы, для мяса, для молочного, да, то есть гораздо больше критериев. Нам нужно порезать какие-то овощи, да, соответственно, вот Юрвили можем взять. Зеленый. Да, зеленую возьмем доску и как бы на ней мы сможем резать. Так, лук готов. Я даже не заплакал. Да, я тебе дам тазик, давай сюда все. Да, я видел, что вот так делают Да, ну давай. профессионалы. Ma ju varem ei osanud sellesse suhtuda kuidagi, sest ma teadsin, et see koššer. Раньше я не знал, как к этому относиться. Я знал, что есть кошерная система питания, но был абсолютно уверен, что в Эстонии с этим делать нечего. Что это где-то далеко, в Америке, в Израиле, но не здесь. А теперь, благодаря передаче Live Estonia, я узнал, что в Эстонии все эти продукты есть. Saatele ja sarjale, eks ju, õppisin ma ise ära, et Eestis on olemas kõik need toiduained. К кошерной пище относятся вся рыба, имеющая чешую и плавники, а также все корнеплоды, которые растут под землей. Поэтому картофель и морковь, выбранные Айвором и одобренные Мишей, годятся в пищу даже раввину. И так как я понял в магазине сегодня, что в Эстонии мы, к сожалению, так это Ну, в мясо магазине мы не можем купить, да. Так то что в есть- Эстонии такого не производят кошер мясо. Да, на сегодняшний день мы точно знаем, что в Эстонии нет производства кошерного А мяса. где самые близкие места, где можно достать кошер? Ну вот мясо? Латвия, например, да, Литва, да, то есть это то, откуда мы заказываем мясо, и его привозят сюда. Всевозможные моллюски, присмыкающиеся и насекомые некошерные. Травы и фрукты промываются с особой тщательностью, чтобы очистить от насекомых их личинок. Вот почему укропу уготована такая участь. שלום חברים, Шалом. молодцы, уже в запах такой хороший. Вот это я вижу у вас, вы умеете этого готовить? Ну, я думаю, что я умею, но я узнал, что это так не так просто. Вообще, должен знать, что кошерный кушает первый закон по кошерности, все, что видишь, автоматически взять в рот нельзя. И это очень полезно вообще на здоровье. Человек должен всегда контролировать себя. Самая лучшая диета, когда человек контролирует в любой вещь, что он кушает. Вещь, которая обычная, похоже, ну что-то, открывает холодильник, все, что есть, кушаешь. Нет. Кошерность это дает человек контролировать себя. Помните, Хорошо. разница между лузер и винер. Лузер, все идет как идет, поэтому он так лузер. Не, мы не хотим быть лузером. Хотим быть Нет. винер. А вот винер. Надо смотреть на этого. Это вроде хороший, чистый, нормальный. Похоже, что нормально. Но есть одно очень интересное но. В такие вещи, которые растут, бывает очень часто в нем жуки, маленькие жуки бывают. Иногда даже не видно, потому что они такие же Давайте какие-то маленькие летающие... летающие или ползающие чаще, чем летающие. И если мы будем взять здесь микроскоп, точно увидим. Так, что делать тогда? Закон говорит, что нельзя кушать их. Я не уверен, что вы хотите их кушать, но закон говорит точно, что их нельзя кушать. Поэтому есть несколько способов. Есть один способ взять один к одному и смотреть под цвет. Нет, это тяжело, не очень интересно. Вообще хочется сразу взять и резать так. А это не получится. Это была лузер. Это был Да. подход Уинер, он должен это сначала поставить это в воду. Лучше всего или в соленую воду, или в воду с милом, или в воду с уксусом. И поставить под водой. Тогда все, если были бы там жуки, они падают. Иудаизм – одна из древнейших монотеистических религий. Пятикнижие, написанное Моисеем, Тора, имеет много направлений. Эстонский раввин Шмуэль Ефраим Кот – представитель хасидов, одного из самых строгих и ортодоксальных. Его направила в Таллин Любавическая община. Вот смотрите, видите, что я делаю сейчас? Кушаю. Это самая большая оценка. Сколько кухнер в Эстонии я мог прийти и кушать? Нету такого. Можете гордиться, что я кушаю ваша еда. А если я справился со своей задачей, я думаю, время дать вам
новое как бы задание. Как мы и договаривались. Ну, Эстония такая страна, мы знаем, что мы любим тут делать такой как бы new business, это new economy. Это значит, что мы пытаемся делать бизнес на той части экономики, где много дигитального. Идеев можно придумать много. А именно такие, чтобы вот именно как бизнес? Чтобы его делать, из этого идея делать бизнес, там остается очень мало идей. Так что надо найти такой, который можно дойти до этого, что кто-то готов платить за это. То есть дать новый скайп и не продавать ему, пока он не... Ну, это потом увидим, скайп будет, не будет. Начинаем с маленького. И так как мы очень горды в Эстонии, что у нас все онлайн, мы и были бы интересованы, как в реальности регистрировать в Эстонии фирму, которую мы, скажем, государство говорит, что это за 5 минут можно. Но это, наверное, не так легко, мы думаем, для неэстонца. Часть этой культуры, что у нас все-таки стартапы и государство это все как бы поддерживает, означает, что у нас и много людей, которые такие типа хипстеры. Мы даже находимся на границе части города, которая называется такой хипстерский часть Таллина. Так что мы и будем подготавливать нашего гостя так, чтобы ты как бы выглядел тоже как хипстер. Так что у тебя борода есть, это очень важная часть. Знаете, я всегда мечтал о такой шапке. Обязательно надо каждый год на праздник Пурим я что-то думаю какой-то. Праздник Пурим это праздник Маска, праздник веселья, праздник радость. Я думаю, тогда мы одеваем, если как подготовка на праздник Пурим, я могу попробовать. Ну как, подходит, не знаю. О, вообще, подходит. То, что надо. Да. Именно поэтому мы предложили Равину приобщиться к культуре эстонских хипстеров и заодно придумать свой стартап. Тем более, что Шмуэль родом из Израиля, флагмана инфотехнологических инноваций. В марте евреи отмечают Пурим. Это веселый праздник в память о чудесном спасении евреев в Персии 2400 лет назад. Хипстерская одежда кажется Равину слишком приличной, и он выбирает нечто совсем другое. Айвар, как настоящий еврей, использует появившуюся возможность для интеграции. Как мы слышали, все здесь отечественное и кошерное. Вся еда в ресторане еврейской синагоги Иерусалим полностью органическая. Они очень много готовят сами. Немного мяса привозят из Польши, а некоторые молочные изделия поставляют прямо из Израиля. В общем, все очень вкусно. Я так думаю, но не знаю. Надо немного подождать. Так весело здесь у вас. Ну а как же, Пурим? Да. Это дело веселиться. Ну да. Мы тут учимся и смотрим, как вы хорошо живете. Ну, я не могу сказать, что мы хорошо живем. Знаете, в чем заключаются все еврейские праздники? Нет, а расскажите. Нас хотели уничтожить, мы выиграли, давайте повеселимся. А, это так, да? Да. В Израиле все люди, у них сейчас отпуск, и совершенно все сейчас на улице на карнавалах. У них официальные, как бы, свободные дни, да? Да. И это именно что прям как, знаете, как в Рио-де-Жанейро. Что все на карнавале и все нарисованные со всякими. Вот сейчас в Израиле такие карнавалы идут. Для нас, например, для евреев в Эстонии очень важно приезжать на такие праздники именно в синагогу, потому что тогда присутствует такая атмосфера праздничная. Ну это точно есть. Когда вошел, сразу чувствовал, что здесь праздник. Хаг, Хаг, Пурим, Пурим, Самеах. Самеах. Спасибо. Ну как я? Таллинская новая синагога стала первой синагогой, построенной в Эстонии после Второй мировой войны. До войны синагога находилась в Таллине на улице Макри. Она была полностью разрушена в ходе бомбардировки Таллина советской авиацией в марте 1944 года. Во время нацистской оккупации все оставшиеся в стране евреи были убиты. Эстония объявлена Юденфрай.
После восстановления независимости Эстонии в 1991 году еврейское общение вернули здание на улице Кару, и там открылась еврейская школа. Синагога – это религиозный, образовательный и благотворительный центр еврейской жизни. Таллинская синагога была построена в 2007 году на улице Кару. Зал новой синагоги вмещает 230 человек, еще есть балкон, предназначенный для женщин. Общительный и жизнерадостный Шмуэль пригласил Айвара и Мишу в библиотеку синагоги, чтобы познакомить их со своей бизнес-идеей и зарегистрировать свое предприятие в коммерческом регистре. Миша, Шмуэль, вы готовы представлять свою бизнес-идею? Всегда готов. Всегда готовы, да? Мы слушаем внимательно. Ну давай, Рашмуль, начинай. У меня очень интересный проект. Я думаю, если не без амбиций, через 10 лет у нас миллиард есть. Окей, ясно. Эта программа очень. называется Face to Face. Какой-то покемон новый, что ли? Это настоящий покемон. Покемон, Да? они ищут опять виртуальный покемон, а мы ищем настоящий человек. Я объясняю, в чем и как это делается. Это такое будет социальная программа. Опять программа, аппликация, которая будет на базе, как она выглядит, будет с одной стороны как социальная сеть, как Facebook, с другой стороны как Uber. У меня есть эта программа, я сегодня день у меня свободное время, я хочу встречаться с кем-то по поводу диеты. Я пытаюсь делать диету, у меня не получается, потому что нету друзья с кем-то. Я ставлю в программу и нахожу один человек, его зовут Моше, Миша или Муса, неважно кто, и он тоже хочет общаться с диетой. Мы смотрим, где он находится, где мы находимся, он находится 5 километров от меня. Мы договариваемся, будем встречаться в кафе Нарва, например. И мы видим друг друга, когда мы встречались друг друга в кафе Нарва, программа такое делает, что мой телефон отключается интернет. Нету интернета, нет Wi-Fi, нет. И мы только должны встречаться друг с другом. ja nüüd ise selle saate käigus olles õppinud, kuidas juudid omavahel suhtlevad, siis ma sain aru, kust see pärit on. Sest nende jaoks on see igapäevane asi, et inimesed nii-öelda teadlikult võtavad aega selleks, et olla koos oma lähedastega, olla koos oma perekonnaga, et see on osa juudi kultuurist, mida nad hoiavad elus. Кто же что будет платить? Подождите, каждый третий встреча, если я уже сделал третий человек встречи, четвертый раз кафе Нарва или другой кафе дает меня бесплатно. К сожалению, только для эстонского рынка это не подходит. Да? Конечно, нет. Это должен Так быть что, общий, если мы да. будем думать по имени... Знаешь, мне понравилась вот идея, то, что Рашмуль сказал, онлайф, да? Онлайф это, понимаешь, есть офлайн, есть онлайн, да? Ага. А это онлайф. Так, у нас есть бизнес-идея, есть название фирмы, а теперь пытаемся регистрировать фирму тоже. У нас же в Эстонии все онлайн. Я иностранец, мой родной язык это иврит, английский это мой третий язык, и я все понимаю, могу это делать, 15 минут это реально, если я сначала сидел на этом целую ночь. Придумать новые проекты, Израиль очень хорошо умеет, дальше развивает проекты. Бюрократия Эстония лучше, чем Израиль. В Эстонии бюрократия намного проще, намного легче, чем Израиль. Система налогов, система открывает бизнес намного легче. А найти деньги легче в Америке. Kuvand juudist kui väga edukast ja ihnest rahvast tegelikult on efektiivsus. Ehk et nad püüavad maksimaalselt teha olulisi asju ja hoides selle juures kokku. Et see on ka üks efektiivsuse võte, eks ju, et sa teed asju inimestega, keda sa tead, keda sa usaldad, eks ju. Ja tihtipeale need on needsamad juudid, eks ju. Между прочим, в Израиле на регистрацию предприятия иногда требуется 3 месяца, а помимо госпошлины 600 евро придется раскошелиться на юристов и нотариусов. No nimetame siis nii, et ma sain natuke rohkem juudiks. Ну хорошо, скажем так, я стал чуть больше евреем. Я всерьез планирую в ближайшее время поехать в Израиль. Tulevikus sõita Iisraeli. Mul on juba kõik ettevalmistused tehtud. Все уже готово для этого. Дело в том, что это пробудило любопытство, и у меня возникло много вопросов, на которые я хочу получить ответы. И насчет бизнеса, и насчет культуры. Nii kultuurilises mõttes
И мне захотелось увидеть все еще больше евреев в их естественной среде. Давайте поговорим о стереотипах. Да? Айвар не типичный эстонец. Вот честно вам скажу. Настолько экспрессивного, да, и яркого человека, ну, не так часто я мог встретить здесь, в Эстонии. Очень интересный слушающий собеседник. Да? То есть с ним его интересно как послушать, так и поговорить. То есть интересно ему что-то рассказать, и он сразу даст тебе свой вопрос. И самое главное, знаете, вот мне важно, чтобы человек не стеснялся задавать вопрос. Noh, nagu paljud eestlaste jaoks piibel, eks ju, mis tuleb meelde jõululaupäeval. Многие эстонцы только перед Рождеством вспоминают о Библии, о ее основных истинах. Kui Toora on ikkagi, juudi jaoks ikkagi, А вот Тора для евреев – живой документ, из которого время от времени черпают поддержку и выискивают информацию о том, как жить. Nagu nii-öelda infot, kuidas elada. Люди постепенно чувствуют, что им важно, чувствуют какую-то сопричастность. Не просто номинально значится, что они евреи, но чувствуют именно какую-то вовлеченность, включенность в еврейскую традицию, в еврейскую культуру. Nemad on suutnud, eks ju, sõnastada selle ühise asja. Они сумели сформулировать это общее дело. Еврей может пойти в синагогу в любом уголке мира и будет точно знать, что там его ждет. Почему бы эстонцам не придумать что-то подобное? Чтобы и у нас были такие островки, куда мы могли бы пойти и где бы нас ждали. В силу того, что я стараюсь наблюдать за стартаперской культурой именно в Эстонии, да, то есть это я вижу именно большое влечение именно со стороны эстонской молодежи, с эстонской части именно развитие вот этого вот движения вовне. Так что же мы узнали в этот раз? В Таллине можно легко достать кошерную еду. В Эстонии предприятие можно основать гораздо быстрее, чем в Израиле. А объем инвестиций пока отстает. Но, к счастью, в этом доме собрались правильные люди.